проблемы использования качественных методов. Значит, первое, самое главное, я считаю, это неправильное применение. Качественные исследования используют, когда хотят поддержать принцип наиболее низкой цены. То есть считается, что вот это подешевле, и поэтому можно использовать фокус-группы или экспертное интервью. Вот, давайте подешевле. Лучше меня послушайте, это я потом объясню. Вот, и поэтому к качественным данным относятся как к количественным данным. Вот требует количество участников, квантификацию произвести. У меня всегда вопрос, если вы заказываете качественные исследования, вы же понимаете слово качественно, то есть это нету цифры, они все равно требуют количественно потом, заказчики, тем не менее, потому что иначе им кажется, что это что-то неправильное. То есть неправильное применение изначально качественных методов. Второе большое ограничение – это проявление субъективизма исследователя. То есть получается, что вы, когда вот эти данные, вот у вас есть этот транскрипт, протокол так называемый, фокус-группа или интервью, чаще всего, кстати, бывает, что вы сами и набиваете, что большая ошибка. А у нас есть, вот, например, класс специальных этих самых расшифровщиков, транскрибиторов, потому что я заметила, любой человек, который проводил, собственно, фокус-группу или интервью, у него просто автоматическое желание подкорректировать. Или ему кажется, что это незначительная, неважная деталь, он ее пропускает. А когда мы отдаем людям, которые делают это за деньги, им важно количество страниц, поэтому они транскрибируют все подряд, и они там не пропускают ничего, прям до малейших всех этих деталей. И поэтому у вас более полный текст получается. Вот. И вот, то есть при транскрибировании уже субъективизм появляется, то есть это неправильно, я считаю, это очень неправильно. Вот. И второе, при интерпретации. Опять же, как я уже говорила раньше, даже выбор метода качественно, он часто связан с тем опытом, который имеет социолог или исследователь. Да? Поэтому, когда он начинает интерпретировать, ему кажется, ну все понятно, вот и что, ну да, протестные там и протестные. Но когда вы их, если у человека нет такой предзаданности, да, то есть для него это какое-то на самом деле исследование, у него более объективированный подход, то есть он больше пытается добраться до истины, нежели подтвердить собственное «я» в том, что он получил, собственное мнение, собственные измышления или же, наоборот, правильные выводы. Да. Третья ошибка – это неправильно выбранная целевая группа. Как я уже говорила, на молодежи, то есть нужно все-таки смотреть за целями, задачами и более точно определять. Потому что вот можно было бы обойтись условно женщинами в Туркестане, но мы все-таки берем избиваемых женщин, то есть тех, кто подвергается насилию для фокус-групп. То есть это тогда очень сильно как бы по-другому конфигурирует и ответы, и мы уже видим, если на всех женщинах, 100% женщинах, которые у нас разные, да, картина одна, то на тех, кто как бы подвергается насилию, ситуация как бы складывается по-другому. Это, значит, и исходя из этих значит, вещей, я выработала рекомендации, но не буду на них останавливаться. Ну да, и вот. И теперь я уже непосредственно перейду к региональным исследованиям, о которых попросили меня сказать. Вот, смотрите, значит, ой, что-то тут оценка кадрового состава, да. Вот приходит, например, старый проект, вот примерно вот так звучит название от заказчика. Вот эти задачи, которые идут в следующей графе, это уже выработаны нами. И мы предлагаем, значит, вот это. Если на уровне заказчика или того, кто представляет заказчика, подтверждение есть, мы вырабатываем, так сказать, корпус или комплекс значит, методов. Да. И, соответственно, вот посмотрите, сколько, 3, да, например, здесь, это опросы, на самозаполнение здесь будет, мы их приравним скорее как к экспертным, потом анализ биографии, потом целевые интервью. И вот и категории эти, которых мы берем в качестве целевой группы для интервью. Вот. Ну и, соответственно, какой отчет. И вы представляете, что это довольно старый документ, просто поверьте, в 2022 году похожая была задача, мы ее закрыли, из-за того, что нам финансировали, срезали раза в 3, мы ее закрыли только одним методом экспертных интервью. Конечно, вот такой широкая картина. Это разные заказчики в разное время, но примерно тема одна.
И мы обнаруживаем, что у нас был, правда, еще один метод анализа, будьте здоровы, значит, состава маслихатов и общественных советов областей. Вот. То есть все равно мы дополнили метод качественных экспертных интервью количественным, то бишь контент-анализом, статистическим анализом состава избранных органов, выбранных органов представительных. Вот. И получается, что на уровне областей можно использовать совершенно разные методы, и это зависит от чего? Вот у меня большой вопрос. От чего это зависит? Как вы думаете? Вообще, какой важный вопрос нужно принимать во внимание, чтобы решать, какой метод использовать? Совет? И имеется в виду заказчик? Нет, главный вопрос – это объект исследования. Вот я его вам с самого начала, да? Что мы хотим понять, да? Целевой группы. Но смотрите, из-за того, что вот я так вот по шапкам называется, вот когда я говорила о дизайне исследований, там есть два вида дизайна. Ну, их очень много, но выделяю два: стилистический, стилевой и процессуальный. И там зависит от того, отвечаете ли на вопрос, что я хочу получить в итоге, да? То есть, что я хочу получить в итоге, а это значит, что я хочу изучить или кого я хочу изучить. Вот там вот объект. Самое главное, когда мы говорим об объекте. Вот здесь это оценка кадрового состава, то есть объект кадровый состав. И, соответственно, вокруг этого и вся вот эта методология и выстраивается. Если, например, эффективность, стоит задача, да, там, выявить или оценить эффективность там, кадровой политики, то оно кажется похожим, но тем не менее субъектом являются уже сами кадры, а объект — это проводимая политика, да, то есть она как бы сверху вниз может быть, ну то есть со стороны какого-то центрального органа или того, кто отвечает. И поэтому, исходя из этого, вы выбираете методы, то есть это очень важный момент. Или вот когда я говорю по поводу туркестанского исследования, по поводу насилия в семье, там прям объект были это женщины, которые подвергаются насилию. Они специально. И вот это, когда мы делали широкое исследование всех женщин, это мы делали, чтобы на их фоне посмотреть, как выглядят эти женщины. Еще один важный момент по поводу объекта, это, что я хочу отметить, как отличаются региональные исследования в Казахстане. Вот то, что касается Туркестанской области, почти всегда. Вот у нас репродуктивное здоровье, насилие, там, значит, демографическая политика, какие-то вот такие вещи. С других областей этих тем вообще никогда не приходит. Там совершенно другое. Вот сейчас со мной обсуждают тему, связанную с пенсионерами в области. Да? То есть это другой состав совсем населения в области, соответственно, другие объекты исследований, и поэтому везде по-разному. Конечно, когда мы, вот, например, проводим исследования из Алматы по всему Казахстану, то чаще всего у нас исследования именно всей республики, то есть объект населения старше 18 лет. И там уже мы предметные области какие-то в зависимости от задач. Но если мы вот именно региональные исследования берем, то там, конечно, уже по-другому формулируются задачи. Я тут вот нашла, сделала такое фото, не знаю. Вот у нас разные, что тут я перед отъездом, значит, чаще всего заказываются к диагностике или комплексной диагностике ситуации в области. И это настолько заезженный шаблон, ОПС, так называемый, может быть, с ними вы сталкивались, да? Общественно-политическая ситуация, что просто вот я даже не могу что-то нового там найти, предложить. И это, как я сейчас вот для себя вот решаю, что это безобъектное исследование, вот честно. Там ты не можешь понять, что именно интересует, на чем сконцентрироваться. Вот это ОПС, оно прям время показывает, что его объект либо слишком расширился, и поэтому его найти трудно, либо его, ну, в общем-то, и нет. Почему нет, да? Вот у нас есть меморандум с Алматинской, в Алматинской области, в Старой Алматинской области, есть там у них центр анализа и прогнозирования, и вот и они приезжают к нам иногда обучаться, я тут ездила, лекции читала, вот. И сейчас, если мы берем именно их регион, ЖТСУ теперь, то мы вот недавно прям совсем провели исследование, у них 8 районов и 2 города, и я была просто потрясена,
что это вообще как будто 10 стран, как бы 10 разных, совершенно отличающихся друг от друга региона. А вы посмотрите, что такое наши области, да, то есть, ну, они вообще просто в разных направлениях развиваются по-разному. Это, наверное, хорошо, я сейчас даже не могу это оценивать, но тем не менее это приводит к тому, что вот объект исследования, то есть задачи, которые та или иная область, тот или иной руководство региона решает для себя, сильно отличается. И поэтому это уже должно быть, видимо, где-то отражено. Ну да, и вот эти два проекта, которые мы сейчас делаем для Розы Люксембург. Вот они. Вот мне вот эти проекты нравятся, потому что они региональные, потому что они очень прикладные, после них были какие-то ответные реакции и со стороны госорганов, и местных органов власти. И мы сейчас выиграли, опять же, в этом фонде 3-й проект, но он более городской. То есть, если тут мы больше сельскую местность изучали, то у нас сейчас городской, и он, знаете, как называется? Кстати, хочу похвастаться, это не всегда бывает. Все 3 проекта придумала я лично, то есть без кого, без своих сотрудников. Вот здесь использовала, смотрите, первое было консультация с экспертами. Вначале мы поговорили, потому что мы не совсем понимали, как выглядит законодательство о выборах местных органов, то есть акимов. А потом мы провели анкетирование в селах 2 типов, в которых прошли выборы акимов, в каждой области, и в которых не было акимов. И мы сопоставили их оценки состояния в селе и работы акимов, избранного и неизбранного. Да? А потом мы провели фокус-групповые дискуссии в этих селах тоже для сравнения, и еще провели направленные интервью, то есть не экспертные, а направленные, потому что там не всегда были конкретные эксперты, а те люди, просто владеющие ситуацией, просто они не обладали специализированными знаниями. И плюс еще было наблюдение, потому что мы фотографировали, смотрели инфраструктуру села и пытались понять. Ну, вот, например, село Имантау, 7,5 миллионов тенге бюджет акима села. Если вы посмотрите, значит, какие планы у государства на это село, триллиарды, как говорится, там собираются инвестиции, это курортная зона, само село, сказать, не хочет, честно вам скажу. В этом отчете, вот 2-м, мы показали сельские жители, которые живут сельским хозяйством там, они не хотят прислуживать вот этим туристам из Астаны, плохим, и еще кому-либо, да. И поэтому там нужно еще туристический кластер, чтобы создать, нужно сильно поработать, чтобы переломить общественное мнение. А оно нужно или не нужно? Потому что там настолько была благоприятная сельская среда для выращивания молоко, там очень хорошее, да, там леса и все прочее. Вот я постаралась, чтобы как бы и по методам, и по поводу опыта. Если что, смотрите у нас на сайте, на стратегии, и ну вот он сайт, и ну, если что, пишите, задавайте вопрос. Если есть сейчас вопросы, можно Жан, можно, да, пару вопросов? Еще успеем? Вот вопрос связан с тем, что вот в период пандемии и вообще после пандемийный период, это вот как раз-таки в разрезе региональный, да, вот то, что мы обсуждаем, начали применяться именно онлайн-методы интервью, допустим, да, вместо того, чтобы face-to-face, да, как мы обычно делаем. И мне кажется, происходит какое-то злоупотребление немножко вот этого. И вот ваше мнение, да, вот какие упущения происходят, да, в этой связи? Злоупотребление онлайн-методами. Да. Вот. Я точно могу сказать, что онлайн-фокус-группы мы проводили в рамках вот этого проекта по протестности очень плохо. Не нравится, потому что все равно вот этой групповой динамики нет, без нее фокус-группа, а не группа, честно. Потому что все равно люди, которые пришли помолчать, получить свои там 5-10 тысяч тенге, они молчат, и там какие-то, нужно же, они же пришли туда не для того, чтобы сидеть молчать, правильно? То есть их очень трудно бывает на разговор. А когда идет групповая динамика, соответственно, они вовлекаются, какие-то мнения людей, их даже если они пришли помолчать, все-таки подталкивают к разговору, поэтому фокус-группа однозначно мне не нравится. Чтобы уже учебники выпустили, ну, мне кажется, это уже опытом
доказано, что это ерунда. Онлайн-интервью, экспертные или нарративы мы проводим, не вижу в них ничего плохого, они хорошо смотрятся, и они заметно сокращают бюджеты, и они эффективны. Что касается онлайн-опросов, у нас есть, мы сотрудничаем с одной из онлайн-панелей, вернее, одна онлайн-панель, и обнаруживаем такую вещь. Они не могут нарастить за несколько лет базу по таким, увеличить количество респондентов по таким категориям. Женщины старше 60 лет, сельские жители, Западный и Южный Казахстан и село, село. И получается, что эти категории, видимо, они никогда не будут в онлайн-опросах участвовать. То есть, если вы видите онлайн-опросы, скорее всего, у вас городские жители, и это чаще всего, заметьте, мужчины от 30 до 45 лет. Их очень много в онлайн-опросах, и они не репрезентируют население Казахстана. Поэтому я к онлайн-опросам населения отношусь с долей, так сказать, сомнений. Вот тут точно могу сказать. Пока что не вижу, что это замена, еще что-то. Да, пожалуйста. Большое спасибо за выступление. В вопросах, в исследованиях есть такое понятие репрезентативность. Каким требованиям должно следовать исследование или опрос, чтобы оно было репрезентативным? Стандартный, конечно, вопрос, но чтобы репрезентировать население Казахстана или репрезентировать целевую группу. Вот в зависимости от того объекта, который мы выбрали, на который мы нацелились, на который мы наметились, и от того вопроса мы выбираем целевую группу. Конечно, почти часто, например, взять электоральное исследование, нас интересует население старше 18 лет, да, скажем, здесь нет никакой проблемы. Берете старше 18 лет и делаете выборку согласно численности населения того или иного региона. А у нас проблема была в статистике, да, то есть мы же так ругались, что у нас нет, уже 4 года должна была быть проведена перепись. В Узбекистане первый раз за 32 года проводят перепись, и то отложили нас на 24 год. Для меня была новость, когда я была, я говорю, а как вы считаете выборку? Вы же свое население не знаете вообще, насколько это возможно? Мой вопрос остался, так сказать, открытым. У нас все-таки с этим делом построже, статистику мы имеем, хотя бы предшествующего периода, и по статистике мы ориентируемся, мы ругаемся, что пропал у нас этнический разрез, довольно сложно бывает. У нас есть какие-то грубые приближения в статистике, тем не менее она присутствует. И что важно, в свое время мы предложили партии Нур-Отан, теперь уже не буду скрывать, такую выборку, она называется равнонаполненная. По 400 респондентов в каждом регионе. Придумала эту выборку, обосновала моя сотрудница Ольга Симакова. Сейчас ее все используют, и никто даже не помнит вообще, откуда взялось, почему 400, зачем 400, и что такое. Мне все время это смешит, и когда нам строго говорят только по 400, я хочу сказать, алло, друзья, расскажите. Но поскольку мы авторы некоторых важных вещей в социологии, потому что, как я вам уже говорила, я уже всю жизнь, больше 30 лет этим занята, многие вещи в Казахстане по социологии придуманы, сделаны либо мной, либо моими организациями. Поэтому репрезентативность мы выбираем равнонаполненный выборок. То есть мы считаем, что 400, это не мы считаем, это такая, в науке 400 человек могут репрезентировать населенные пункты больше 100 тысяч, по-моему, такого плана. И, соответственно, потом эти 400 мы делим уже по пропорциям от статистики. Если говорить о качественных, здесь обязательно слово квотирование. То есть с этим делом строго. Сейчас даже, когда я вам говорила по алматинской трагедии, нашу книгу, изначально мы прям подходили с квотированием. То есть мы все бегали, у нас должно было быть свидетели, очевидцы и участники. У нас обязательно должны были, например, пожарные, полицейские, милиционеры, полицейские, сотрудники, магазины разгромленные и так далее и тому подобное. Мы постарались выдержать все эти группы, но единственная группа, которая нам не далась вообще, это врачи. Мы можем на перерыве это обсудить, но меня это сильно тревожит, потому что какая у них корпоративная солидарность, в кавычках, это, я думаю, надо вообще и поизучать. Это ненормально, это неправильно. Но ни один человек из сферы здравоохранения города Алматы не дал нам интервью. А вы представляете себе, что такое мы, когда роем, так сказать, респондентов?
Я закидываю сети в разные стороны. У меня очень большой круг знакомых, всяких разных. И ни один врач, медсестра, санитарка не дали нам интервью, то что-то там не в порядке. То есть на тот момент квотирование было важно. Сейчас, когда мы делаем книгу, мнение врачей не будет представлено. Кому они что-то доказали. Если сейчас после прочтения книги вдруг скажут, а что вы нет, а там же врачи героизм какой-то проявляли, скажут, до свидания, не ко мне. Мы в выведении это отразим. То есть квотирование крайне важно. Репрезентативность, квотирование тех групп, в рамках которых мы изучаем тот или иной объект. Гульмира Токшеваковна, большое спасибо за интересную лекцию. У меня 3 вопроса. Во-первых, с точки зрения достоверности и объективности собираемой информации, какой из способов face-to-face интервью, фокус-группа, либо письменный опрос наиболее оптимальный? Во-вторых, сколько должно длиться в среднем интервью и фокус-группа, потому что иногда они затягиваются и теряется интерес. И в-третьих, был ли у вас опыт проведения интервью с уязвимыми группами, с уязвимыми слоями, допустим, осужденные лица, дети? Какие рекомендации, советы могут быть здесь? Первый вопрос, мне кажется, я вот постаралась объяснить, что такого вот нет какого-то одного рецепта, что ли, да, одной возможности. То есть все равно нужно все время подходить под программы от проблемной области. И вот что, как вот достучаться до вас, как бы, не знаю, где вы работаете, но если вы сами не понимаете, не знаете и четко не определите, для этого надо сделать над собой интеллектуальные усилия. То есть, если вы это не сделаете, за вас это сделает кто-то другой и сделает неправильно. И вы потом будете ходить, и если вы кому-то еще отчитываетесь по итогам, вы будете не знать, что с этим делать дальше. То есть это вот просто 100%. Если у вас, конечно, там это как показатели, которые выдаются в канцелярии правительства, то и он должен расти, ну и не проблема, да, то есть это он всегда будет расти, невзирая на все, так сказать, возможности. А если у вас все-таки желание докопаться до истины, ну тут надо все-таки, я считаю, думать. Насчет уязвимых групп. У меня такой прямо, как бы, ну вот говорю, уязвимые группы были вот эти, которые женщины, они, одно из самых тяжелых интервью было, конечно, слушать вот это все и постоянно задавать вопросы, почему ты терпишь, почему ты то не делаешь, все. Ну и нельзя задать этот вопрос, потому что это, понятно, корректировка на ситуацию. Одни из самых у меня интересных интервью проводил, по-моему, вот Серик Бисимбаев, вот у нас он работал, он проводил в тюрьмах осужденных по вот эти финансированию религиозной деятельности, экстремистской деятельности и прочее. Там, конечно, есть те, кто сильно разочаровался в том, что он делал. И вот, опять же, вот это умение все-таки быть социологом, до последнего стараться довести до самого конца это интервью, вот, наверное, один из главных рецептов. Потому что если, например, как бы сорвешься и не доспросишь, потом некому будет обратиться. Часто бывает это единственный шанс, вообще единственная возможность задать вопрос. И такого рода вот у меня были. Кстати, экстремальное интервью, знаете какое? Из Министерства бывшего образования, по-моему, директор департамента, женщина, которая, извиняюсь, домогалась неделю, и в итоге я брала у нее интервью вот в подъезде дома министерств, там, где швабры стоят. То есть она соизволила дать мне 10 или 15-минутное интервью, которое должно было быть примерно 1,5 часа. Вот так вот бросала мне в меня ответы. И я потом в конце сказала, знаете, я себя не на помойке нашла, я, в общем-то, приехала, делаю свою работу. И вы в этом участвовали. Вы там участвовали в этом проекте государственной важности. Что вы это делаете? Ну, вот единственное, что я могла сказать в конце. И я думаю, вот, кстати, мы долго этот вопрос обсуждали, вообще надо ли продолжать, когда с тобой обращаются как, не знаю, попрошайка какой-то. Так что насчет длительности максимум 2 часа. Это вот самый большой максимум, который может быть.